Здравствуйте, вы смотрите «Настоящее время». В студии в Вашингтоне с вами Юлия Аппел. Главное в программе сегодня. Вокруг Углегорска идут ожесточенные бои между сепаратистами и украинской армией. В Вашингтоне президент Обама встречается с канцлером Германии Ангелой Меркель. На счетах россиян в Швейцарии обнаружено почти 2 миллиарда долларов. Как всегда, начинаем с новостей из Праги. Сергей, вам слово. Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. Украина. Там продолжают гибнуть люди. Самые ожесточенные бои в городе Углегорск Донецкой области. Сам город с прошлой недели под контролем непризнанной ДНР. Тем временем украинское правительство ввело на Донбассе пограничный режим с целью повышения уровня национальной безопасности. И теперь в ряде городов и деревень зоны АТО будет действовать закон о государственной границе. Разрушенный Углегорск становится теперь, по сути, приграничным пунктом. До начала военных действий на востоке Украины в Углегорске проживало около 8 тысяч человек. Сейчас, по словам нашего корреспондента, меньше сотни. Оставшиеся в городе мирные жители спасают из разрушенных домов остатки имущества, а сами живут в подвалах, укрываясь от летящих снарядов. Вот осколком ударило, чуть глаз не выбило, ухо оглохло. Полностью. 37 лет. Вы скажете, что мне 37 лет? Это все обвалилось на меня. Я выскочила, и с балкона на меня в подвале 2 месяца просидела. Мне фотографировали иконы мои. Ну, спасла. Иконы остались, вот забрала сейчас. Я хотела наверх подняться, но как-то вот это шарахнуло. И все. Я до сих пор что-то идти не могу. Углегорск – ключевой пункт в операции по созданию так называемого Дебальцевского котла – окружение позиций украинских войск в Дебальцево. Захват города позволил сепаратистам с новых позиций вести обстрел трассы, по которой осуществляется снабжение украинской армии. Что ты плачешь? Екатерина Кочкина, «Настоящее время». Это был настоящий огненный гриб, расскажут потом очевидцы. В Донецке минувшей ночью прогремел мощный взрыв. В сеть попали кадры вспышки, озарившие весь город. Как сообщили в самопровозглашенной ДНР, скорее всего, это был артиллерийский снаряд. Он попал на территорию Донецкого химического завода лакокрасочных материалов. По предварительным данным, никто не погиб. Пожар локализован, и в течение дня никаких подробностей о взрыве не появилось. Применять оружие к дезертирам разрешил военным командирам украинский парламент. Верховная Рада. Не обязательно с использованием оружия, но различные виды наказаний будут нести те, кто откажется от выполнения приказов, небрежно отнесется к службе или станет распивать алкогольные напитки. Закон также решает вопрос отбывания наказания в дисциплинарном батальоне, проще говоря, в штрафбате. Что ждет теперь нерадивых солдат или просто тех, кто решит не бросаться с винтовкой на танк? Поможет ли закон навести порядок в армии? Разбиралась моя коллега Юлия Дрозд. Усиление ответственности военнослужащих, по словам депутатов, это на сегодня необходимая мера. В последнее время участились случаи дезертирства. Армия – это прежде всего дисциплина. Армия – это прежде всего дисциплина и строгое выполнение приказов. Именно поэтому по инициативе депутатов с боевым опытом парламентом был принят соответствующий закон. Практически во всех армиях мира есть дисциплинарные наказания. Мы привели украинское законодательство к международным стандартам. Вместе с тем в документе ряд неточностей. К примеру, определение боевой обстановки, в которой командир может применить оружие против подчиненных, пока не принято. Также отсутствует четкое ограничение, цитата, решительных действий, к которым командир может прибегать. Мы однозначно стоим на том, что это должно быть комплексное решение проблемы. И что должны иметь возможность военнослужащие обратиться, и если есть нарушение со стороны командира, обратиться и привлечь его к ответственности в том числе. Потому что ожидать, что неграмотное поведение командующего состава повлечет за собой
мотивацию военнослужащих рядового состава, но это, наверное, будет глупо. Пока президент закон не подписал, новый документ распространяется не только на армию, но и на добровольческие подразделения. С другой стороны, закон не решает сути проблемы, уверены волонтеры. По их мнению, условия, в которых живут и служат солдаты, оставляют желать лучшего. Отчасти именно благодаря волонтерам украинские военные на Донбассе обеспечены и снаряжением, и продуктами питания. Ребят можно было собрать, накормить, это как минимум. Дальше построить на плацу, пригласить и элементарно сказать спасибо, чего не было сделано. Сырым закон признают и военные эксперты. По их мнению, документ создает ряд рисков для солдат и командиров. Неправильное применение этого закона, то есть и возможные какие-то злоупотребления этого закона со стороны необученных командиров. Да, в очередь удобен очень нашим пиарным комбатам, чтобы убирать неугодных. Поскольку устав вооруженных сил уже предписывает наказание военных за правонарушения, дополнительный закон, считает Александр, только усугубит отношения солдата и командира. Министерство обороны и те инициаторы этого закона просто очень ленивые и не хотят. Они пошли по простому пути. Лучше, наверное, расстрелять солдата, не разобравшись, чем потрудиться восстановить то, что было. Военные комендатуры, военная полиция. На этой неделе Верховная Рада планирует принять дополнительные правки и к другим законам об ответственности военнослужащих. Чем больше проходит времени с пятничной встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда с Владимиром Путиным, тем больше в мировых СМИ предположений, о чем шла речь. До сих пор подробных официальных заявлений нет. Вопросов много. Ясно только одно. Меркель, Олланд, Путин и Порошенко договорились о встрече в эту среду в Минске. А вот смогут ли послезавтра договориться лидеры? И главное, хватит ли политической воли для встречи? Это вопрос. Александр Касаткин. За последние несколько дней активизировались дипломатические переговоры вокруг украинского кризиса. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд встретились с президентами Украины и России и предложили им новый план урегулирования конфликта. Франсуа Олланд сообщил французскому телевидению, что план предполагает создание между позициями сторон конфликта в Восточной Украине демилитаризированной зоны шириной в 50-70 километров и предоставление широкой автономии Донецкой и Луганской областям. Петр Порошенко уже поддержал предложенный план. Что пытается добиться Донецк все эти месяцы? Прекращение терроризирующих расстрелов украинской артиллерии мирных районов Донецка, Луганской, Горловки. Дело в том, что Народным республикам нужна поддержка политическая со стороны населения. Эта поддержка исчезает, если они не могут защитить своих граждан от убийства из-за артиллерийских ракет. Между тем, президент России Владимир Путин в интервью египетской газете «Аль-Ахрам» и глава МИД России Сергей Лавров во время выступления в Мюнхене на международной конференции по безопасности обвинили Евросоюз и США в эскалации ситуации в Украине. Так было и когда наши западные коллеги раз за разом выдавали индульгенции киевским властям, которые вместо выполнения обещания о начале общенационального диалога начали масштабную военную операцию, объявив террористами своих граждан, не согласных с антиконституционной сменой власти и разгулом ультранационалистов. На конференции по безопасности в Мюнхене побывал журналист украинской службы «Радио Свобода» Ростислав Хотин. Было сожаление о том, что Россия идет таким путем конфронтационным. И, в общем-то, выступление Сергея Лаврова подтвердило вот этот дух, настроенность на конфронтацию в Москве. Сигналом, которые высылали западные лидеры, я, например, могу послаться на вице-президента США Джо Байдена или генсека НАТО Йенса Столтенберга. Запад не хочет новой конфронтации какой-то сильной с Россией. Он не хочет новой холодной войны. И не хочет изолировать Россию. Хочет, чтобы она думалась. Госсекретарь США заявил в Мюнхене на международной конференции по безопасности. Мы все согласны, что этот кризис нельзя решить военным путем. Мы едины в дипломатическом подходе, сказал госсекретарь. Но чем дольше это затягивается, тем больше вариантов решения отметается. И тем вероятнее мы будем вынуждены заставить Россию и ее ставленников заплатить более высокую цену за участие в этом конфликте. Сегодня дипломатическая активность переместилась в Америку, где Ангела Меркель встречается с президентом США. Александр Касаткин. Настоящее время. Это «Настоящее время». Далее у нас эфир из Вашингтона. Главная тема дня за океаном – встреча Ангелы Меркель и Барака Обамы. Коллеги, ждем от вас подробностей.
Да, сегодня в Белом доме президент Обама принимает канцлера Германии Ангелу Меркель. Основная повестка дня – урегулирование конфликта в Украине. Канцлер Германии Ангела Меркель за последние дни посетила Киев и Москву, однако определить контуры мирного соглашения так и не удалось. В воскресенье Меркель прибыла в Вашингтон, где обсудит шаги по регулированию украинского кризиса с президентом США Бараком Обамой. Для самого Обамы эта встреча дает возможность услышать мнение ключевого европейского союзника, прежде чем принять решение по вопросу о поставках оружия в Украину. Президент примет решение, по его убеждению, соответствующее широким интересам государственной безопасности США. Часть этого — понимание того, как наше решение отразится на наших союзниках. Последствия для торговых отношений Германии с Россией вызывают у Меркель серьезную обеспокоенность, и это одна из причин, почему она не хочет поставлять оружие Украине. Немцы обычно осторожны с такого вида грубой силы, однако вот что интересно, канцлер Меркель сказала, что Германия не поставит оружие, однако она не говорила, что никто другой не поставит его. Для Обамы и Меркель главная цель — дипломатическое разрешение ситуации в Украине. И вернемся к Мюнхенской конференции по безопасности, где темой номер один стал конфликт в Украине. В своем выступлении госсекретарь США Джон Керри отметил, что Россия сегодня пытается изменить ландшафт безопасности Восточной и Центральной Европы. Сначала путем незаконной оккупации Крыма, а теперь дестабилизируя Восточную Украину. Керри подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Москвой на востоке Украины приведет к новым санкциям в отношении России. И сенатор Джон Маккейн, председатель Комитета по вооруженным силам, также выступавший на конференции, заявил о необходимости оказания Украине военной помощи. Путин не хочет дипломатического решения. Он хочет доминировать над Украиной, как и над другими российскими соседями. Он может быть кое-где согласен на тактические компромиссы, но только в виде прелюдии к дальнейшей агрессии. Запомните мои слова. Кто-то скажет, что Украина не сможет победить Россию в военном плане. Это неправильный вопрос. Правильный вопрос заключается в том, что если мы поможем Украине повысить военную цену, которую будет платить вторгшаяся на ее территорию Россия, то насколько долго Путин сможет вести войну, о которой он говорит своим гражданам, что ее нет? Вот почему мы должны предоставить оборонительное вооружение Украине. Президент Обама представил Конгрессу свою новую стратегию национальной безопасности впервые с 2010 года. О ее принципах рассказала советник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс. Ее выступление в Вашингтонском институте Брукинса слушал наш корреспондент Вадим Оленичев. Он сейчас у нас в студии. Вадим, добрый день. Итак, на чем основана новая стратегия? Да, Юля, добрый день. Речь Сьюзан Райс сводилась к тому, что новая стратегия Белого дома прежде всего ставит задачу по сохранению мирового лидерства Соединенных Штатов в новых условиях. Она устанавливает приоритеты, объясняющие, каким образом Америка будет вести другие страны к более мирному и благополучному существованию. Главным аспектом остается, я процитирую, обеспечение охраны американских интересов в условиях постоянных угроз в неустойчивом мире. Вот что сказала об этом сама Сьюзан Райс. Учитывая сложность проблем, стоящих перед нашей страной, новая стратегия национальной безопасности укрепляет силу Америки – политическую, военную и экономическую. 2015 год ознаменовался кардинальной сменой мировой ситуации. В вашингтонских кругах регулярно и бурно обсуждается роль Америки как мирового лидера. Но, к сожалению, в этих дискуссиях часто отсутствует ощущение долгосрочной перспективы. Обсуждать нужно не лидерство Америки, а характер этого лидерства в будущем. Что означает эта установка Белого дома? Во-первых, повышение обороноспособности. Америка намерена создать более динамичную систему глобальной безопасности на основе НАТО. Во-вторых, развитие экономики. Соединенные Штаты приложат все усилия, чтобы достичь скорейшей энергетической независимости и чтобы американская экономика оставалась мощнейшей в мире. В-третьих, идеология. Цель США, сказано в новой стратегии, это активнее способствовать демократизации и соблюдению прав человека во всем мире. И четвертый пункт, на мой взгляд, самый интересный – международная дипломатия. Речь идет об укреплении союзнических связей, а также смещении полюсов влияния, включая акцент на стабильности в Восточной Европе. Естественно, она невозможна без разрешения проблем с Россией. Вот что об этом было сказано. Российская агрессия против Украины – это отвратительный шаг, который бросает вызов всем международным законам.
В четком взаимодействии с нашими европейскими союзниками мы создали международную коалицию, чтобы эти действия не прошли для России даром, как в политическом, так и в экономическом смысле. Мы приложили все усилия и используем все ресурсы, чтобы и у нас, и у наших союзников по НАТО были адекватные средства защиты. Мы четко дали понять, что пока Россия не изменит свой курс на противоположный, наше давление на нее во взаимодействии с партнерами в Европе и по всему миру будет только возрастать. Таким образом, Белый дом совершенно явно дает понять, что политика Москвы – это один из основных факторов, повлиявших на разработку новой американской стратегии. То есть дальнейший баланс сил в мировой политике будет во многом строиться, исходя из американо-российских отношений. Понятно, спасибо большое. С нами в студии был Вадим Оленич, наш Спасибо. корреспондент. Журналисты мировых СМИ получили доступ к закрытой информации о тысячах банковских счетов известных людей со всего мира. С подробностями коллеги в Праге. Сергей. Так и есть. Тайная банковская информация стала явной. Речь идет о счетах швейцарского отделения британского банка HSBC. Как оказалось, его клиентами, кроме политиков и чиновников, были террористы и члены королевских домов, продавцы оружия и кинозвезды, скрывавшие свои деньги. Просочившаяся в прессу информация о счетах касается 2005-2007 годов. В списке клиентов HSBC тогда были почти 8 сотен россиян. Список фамилий листали мои коллеги. Среди владельцев 100 тысяч тайных счетов 740 россиян и людей, напрямую связанных бизнес-интересами с Москвой. В отчете российских журналистов указаны бизнесмены, спортсмены, чиновники и руководители госкомпаний. Березулин Фарид Рафикович, который, в общем, был чиновником всю свою жизнь до определенного времени, да, и сейчас входит в совет директоров «Газпрома». Петр Васильевич Недельский, который был в свое время замминистром энергетики до 2004 года. Юрий Александрович Косарев. Он был председателем Фонда социального страхования Российской Федерации, а потом заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению. Среди вкладчиков HSBC значились и родственники госслужащих. Журналисты попытались выяснить, откуда у российских чиновников и представителей госкомпаний могли появиться такие средства. Однако пока им это не удалось. Да, мы обращались ко многим бывшим чиновникам, бывшим руководителям госкомпаний с вопросом о том, зачем они эти банковские счета открывали, собственно, что это были за деньги. Некоторые из них, особенно из родственников госчиновников или там руководителей госкомпаний в прошлом, они какие-то объяснения свои дали, а вот большинство, конечно, не ответили. Обнародованные данные – лишь верхушка айсберга. Как правило, к журналистам попадает лишь минимальное количество документов. Опубликованный отчет заканчивается 2007 годом. Именно тогда бывший сотрудник HSBC, благодаря которому данные о счетах стали известны, уволился и передал имена клиентов властям Германии. Более новая информация, как правило, остается в стенах финансовых компаний. В России есть определенные проблемы с коррупцией. И если бизнесмены из Европы и из Америки скрывают средства в Швейцарии преимущественно для избежания налогов, то у российских чиновников могут быть, конечно, и другие причины. Рейна Милкова, старший аналитик компании по анализу рисков, рассказала и о самых типичных для россиян и не только коррупционных схемах. Проблема в том, что расследование подобных коррупционных схем может длиться годами. Владельцы счетов тщательно заметают следы. Самые популярные схемы, конечно, существуют в офшорных юрисдикциях, потому что никто не платит взятки в самой стране, и не только в России, а также в Великобритании, и в той же Греции и в Швейцарии. Так что часто проходят средства через офшор. Информация, опубликованная в отчете, вызывает вопросы преимущественно у публики и журналистов. Запрет на счета в иностранных банках для российских чиновников и менеджеров госкомпании вступил в силу лишь в январе этого года. И хотя правоохранительные органы и заинтересовались этой информацией, исключительно на ее основе нельзя привлечь коррумпированных чиновников к ответственности. Екатерина Кочкина, Шахида Якуб. Настоящее время. И вновь время передавать слово в Вашингтон. Деньги, бизнес, власть – это ключевые слова и эфира наших коллег. Юлия. Сергей, спасибо. В конце января российское правительство обнародовало антикризисный план. Он нацелен на поддержание устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Цитата: «В период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической ситуации». Бывший заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко сравнил этот план с лечением болезни без диагноза. Вы знаете, с кризисом и с антикризисным планом особенно, вроде как он есть, но вроде как его и нету. Потому что вы же не можете прийти к доктору и сказать: доктор, вылечите меня. Вот что-то со мной не так, пропишите мне лечение.
но при этом анализов не берите, там, давление не меряете, кровь там не проверяете. Вот дайте мне что-нибудь полечиться. Ну, если доктор вам скажет, давайте, вот я вам напишу сейчас набор лекарств, вы же ему как к нему отнесетесь, скажет, доктор, от чего вы меня хотите лечить? Вот с антикризисным планом то же самое. Вроде бы как вот даже и с диагнозом в какой-то мере есть консенсус. Уже правительство как-то не очень сильно спорит, что есть там 3 составляющие кризиса. Это цены на нефть, это экономические санкции Запада, и это внутренние проблемы, структурные проблемы российской экономики. Но с ценами на нефть ничего сделать нельзя, с санкциями делать ничего не хотим, Россия не хочет, потому что от этого нужно отказываться, там, уходить с Украины, что явно не вписывается в современную политическую ситуацию. Остается понять, вот с какими такими экономическими внутренними структурными проблемами собирается бороться российское правительство. И об этом молчание. То есть об этом молчит премьер-министр, об этом молчит первый вице-премьер Шувалов, об этом молчит министр экономики Улюкаев. То есть вот проблемы есть, но какие конкретно проблемы собирается правительство решать, непонятно. И в этом отношении весь антикризисный план, ну, нельзя сказать, что он глупый. Да? То есть я его посмотрел, но в принципе, наверное, каждая там, из предлагаемых мер, она имеет право на существование. Да, вот, я не знаю, вы проходите по своему дому. Если вот так внимательным глазом посмотреть, то здесь можно что-то подкрутить, здесь можно что-то почистить, здесь можно что-то подкрасить. В принципе, всегда такой работы много. Да, вот то же самое и у правительства. Ну, можно это назвать антикризисным планом, а можно просто, ну, вот, знаете, время выдалось, там, собрали все в куче и назвали планом. Ну, это что, косметический ремонт, если вы по этим аналогиям? По большому счету, да. По большому счету, да, тем более, что вот вы делаете этот ремонт, собираетесь делать ремонт в доме, там, согласовываете со своими родными, с кем вы живете, и тут возникает вопрос, слушайте, а сколько мы денег-то готовы на этот ремонт потратить? И тут вы говорите, слушайте, нет, про деньги не сейчас. Вот про деньги мы поговорим с вами через пару недель. Давайте мы план утвердим, что мы будем делать, а сколько это нам будет стоить и откуда мы возьмем деньги, мы сейчас говорить не будем. Полное интервью Сергея Алексашенко нашему корреспонденту Юлии Савченко смотрите на сайте голосамерики.ру. Другие темы. В США в ограниченном прокате на экраны вышла последняя картина российского режиссера Алексея Германа-старшего «Трудно быть Богом». Газета «Нью-Йорк Таймс» уже опубликовала положительные рецензии на фильм, но есть мнение, что среди широкого американского зрителя он вряд ли найдет признание. И в нью-йоркской студии с нами наш корреспондент Виктория Купчинецкая, которая эту ленту внимательно посмотрела. Вика, почему, как тебе кажется, фильм Германа не станет популярным в Америке? Юля, но мне кажется, что он не станет блокбастером, потому что, как мы знаем, Алексей Герман-старший не отверг принципы соцреализма в кино, в таких фильмах, как «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев машина», но он также никогда не придерживался и голливудских, и принципов голливудского жанра, который здесь популярен. Вообще, это очень тяжелый, очень длинный и очень интересный фильм, и его сын Алексей Герман-младший в интервью мне сказал, что вообще его отец с этим фильмом «Трудно быть Богом» очень мучился и долго очень над ним работал. Он начал писать сценарий еще в 60-е годы. Но бесспорно он найдет свою аудиторию здесь, в США, среди киноманов, среди специалистов. И не случайно такая компания, как Кинолорбер, приобрела права на распространение этого фильма в Соединенных Штатах. А мы знаем, что в библиотеке этой компании замечательные шедевры мирового кинематографа. То есть этот фильм не является случайным. То есть это... Последний фильм Алексея Германа «Трудно быть Богом», трудно смотреть. Он длится 3 часа, сюжет невнятен, крупные планы вызывают клаустрофобию. Физиология человека и отходы его жизнедеятельности показаны без стеснения. Люди на экране умирают долго и уродливо. Камера как бы бесцельно плывет по черно-белому, залитому грязью и дождем ландшафту. Сердце мое полно жалости. Но американский зритель, у которого хватит терпения и смелости, может разглядеть шедевр. Каждый план выстроен как средневековая живопись Брейгеля с деталями, метафорами и множеством значений. Все низменное, что свойственно человеку, в фильме отвратительно и в то же время прекрасно. В нем можно узнать Россию или любую другую страну, мир и себя. Я считаю, что это великая картина. Я считаю, что это за последние годы это действительно как бы такой последний великий русский фильм.
В Америке «Трудно быть богом» выходит в ограниченном прокате в Чикаго, Лос-Анджелесе. В Нью-Йорке его показывают в кинотеатре Anthology Film Archives, который специализируется на некоммерческом, неформальном кино. Права на распространение фильма в США приобрела компания «Кинолорбер». На самом деле это действительно имя мирового масштаба. Не зря его последнюю картину «Хрусталев машину» она была закуплена музеем современного искусства Нью-Йорка, чтобы быть в ряду таких имен, как Эйзенштейн, Феллини, Тарковский. Не всякий американский зритель, привыкший к сюжету и определенной динамике, получит удовольствие от просмотра. Его фильмы радикальны тем, как они отражают реальность на экране. Он все перевернул: и игру актеров, и работу камеры, и действие сюжета. Он как бы начинает кинематограф с нуля. Только время покажет, какое влияние его фильмы окажут на будущих кинематографистов. В СССР фильмы Германа-старшего годами лежали на полках, а этот последний он снимал 15 лет. Режиссер умер 2 года назад, а его сын Алексей Герман-младший сделал последние технические доработки. От сюжетов фантастов Стругацких остался каркас. Ученые-земляне попадают на отдаленную планету, в королевство Арканар, где царит средневековый мрак разума. Дом Румата «Землянин» в исполнении Леонида Ермольника. Его миссия – следить за тем, чтобы жители планеты окончательно не погрязли в собственном невежестве и жестокости. Усилия Дона Руматы безрезультатны. Я, собственно говоря, вчера смотрел «Хронику», когда взятый Донецкий аэропорт, значит, стоят украинцы пленные, стоят эти самые ополченцы, вокруг них, все перемазанные в грязи, все довольно страшно. И вот я подумал, как же отец точно поймал вот это вот бытовое ожесточение в мелочах. Да, вроде бы человек сплюнул, человек ха-ха, человек там прошел, а все вот точно так же. Герман-старший не приукрасил фантазию, прошлое и настоящее, не дал человеку надежду. Те, кому фильм не понравился, обвинят режиссера в бесчеловечности. А те, кому понравился, скажут, он трансформировал уродство жизни в произведение искусства. Виктория Купчинецкая, Сергей Гусев. Специально для настоящего времени из Нью-Йорка. В воскресенье Американская академия звукозаписи вручала премии Грэмми. Лидером этого года стал 22-летний великобританец Сэм Смит. Он победил в 3 из 4 топовых категорий: лучший новый исполнитель, лучшая запись и лучшая песня года, а также завоевал золотой граммофон за лучший вокальный альбом. Среди других лауреатов Бейонсе, Фаррелл Уильямс, Миранда Ламберт, Керри Андервуд, Кендрик Ламар и Эминем. Ежегодные награды Академии присуждаются в 108 категориях по 30 музыкальным жанрам. Давайте посмотрим самые яркие моменты вручения наград. Drunken Love, Beyonce, featuring Jay-Z. Platinum, Miranda Lambert. На этом программа «Настоящее время» подошла к концу. Ее подготовили для вас «Голос Америки» из Вашингтона, Радио Свободы из Праги. Смотрите, читайте нас на сайте currenttime.tv. Сергей, до следующего эфира. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. А «Настоящее время» вновь наступит уже завтра. Я Сергей Дорофеев. Всего доброго. До свидания.